После войны была серьезная проблема обеспечения населения практически всей Абхазии хлебом. Проблема хлеба ощущалась буквально на каждом шагу. И наши граждане всегда были в поисках куска хлеба. Современных предприятий тогда не было, а единственный хлебокомбинат, который работал в советский период, он оказался в такой ситуации, когда просто не смог полноценно выпекать потребность населения. Я задался задачей со своими друзьями построить пекарню. Именно вот на улице Киртава, вот, ибо район Турбазы – это густонаселенный район, и здесь, как нигде в другом месте в Сухуми, остро ощущался отсутствие хлеба. Мы договорились с одной фирмой в Майкопе, и они начали нам изготавливать полный комплект оборудования. Я выезжал в Майкоп, а иногда буквально жил там неделями, и в конечном итоге в конце 93-го, начале 94-го года оборудование было готово. Это буквально считанные месяцы после войны. Нам надо было торопиться, нам надо было срочно это оборудование завести в Абхазию и начать производство. Ну и, соответственно, параллельно надо было нам еще готовить персонал. Вот. Но мы смогли в сжатые сроки создать небольшой коллектив. Вот, оборудование тоже очень быстро мы установили, и началась работа. Я вспоминаю этот период как самое тяжелое, наверное, послевоенное в моей жизни, потому что количество людей, приезжающих к нам в микрорайон за хлебом, ежедневно росло. И нам приходилось круглые сутки находиться на предприятии, потому что могли быть и какие-то ситуации сложные с потребителями хлеба. Люди приезжали сюда разные, вот. Очень много было вооруженных людей со своими такими резкими требованиями и так далее. Мы старались находить общий язык со всеми. В конечном итоге мы, наверное, на первом этапе с этой задачей достаточно неплохо справлялись. В сутки мы выпекали до 2 тонн хлеба. Да. Это, конечно, небольшой объем, но параллельно с нами начали работать и другие организации. И практически к 1995 году мы остроту потребности хлеба в городе Сухум сняли. Но у нас стала одна еще серьезная проблема к 2000 году. Как известно, Турбаза является местом, где всегда много туристов. Да? Море рядом. Тогда еще работала санаторий МВО, тогда еще работал санаторий РВСН. Вот. И стал вопрос, а где людям питаться? Где кормить детей? Санаторный, значит, отдых, она обеспечивала санаторий, но это было небольшое количество людей. Основная масса оказалась без этого. И я задался задачей построить современную столовую. К тому времени у меня уже наладились хорошие отношения с предприятиями России, которые выпускают оборудование для общественного питания. Вообще проблемами питания людей я занимался еще в советское время, работая в исполнительной системе, и мне эта тема очень нравилась. Вот, я тянулся к этой теме, изучал. А здесь достаточно хорошо изучив систему общественного питания, она практически только-только зарождалась в Сухуми к 2000 году. Значит, я начал налаживать связи со специалистами, технологами, да. Надо ведь было мне найти профессиональных поваров, да. Ну и, соответственно, подготовить помещение. И вот мы смогли к 2007 году уже в основном завершить все эти работы, да. И началось укомплектование оборудования. В 2008 году я полностью его укомплектовал. Нужен был целый комплекс оборудования, современного технологического оборудования. Естественно, нужны были складские помещения, холодильное оборудование. Потом здесь надо было учитывать еще товарное соседство, рыба в отдельной камере, мясо в другой и так далее, и так далее. Эту задачу мы в 2008 году полностью завершили. И во второй половине 2008 года мы начали уже работать. Но ажиотаж вокруг нашей столовой было, конечно, большой, посещение было максимальное. Шли наши граждане, цены были достаточно либеральными. Вот. Но, конечно, пошел большой поток туристов. И вот я сейчас вспоминаю, 2008 год, 2009 год, это, наверное,
была самая большая нагрузка на нашу столовую, когда в день нам приходилось кормить до 2000 человек. Я должен вам сказать, накормить 2000 человек – это непростая задача. Это не один повар решает эту задачу, а несколько поваров. Это цеха, которые работают на столовой, начиная от мучного цеха, там, заготовительный цех, консервный цех и так далее. Это настолько должно быть четко взаимосвязано, что провала в работе не должно быть. Ведь качество продукции, его стоимость, от этого будет складываться, насколько наши курортные места будут востребованы россиянами. Ведь в основном, так скажем, 99 с чем-то процентов у нас отдыхают россияне, да? Это люди не богатые, вот, это бюджетники, ну и люди пенсионного возраста, дети, школьники и так далее, да? Это категория людей. Они хотят за небольшие суммы достаточно вкусно поесть. Это не так просто сделать, но, по крайней мере, по сей день нам это удается. К нам приходит весь город. Это и жители города, это и отдыхающие города. И госслужащие приходят к нам, и отдыхающие приходят. Потом российские вот войска у нас стоят, да, тоже посещают. Ну, рядом дома с семьями приходят, допустим, завтракать, обедать очень часто приходят. Ну, систематически, будем так говорить. Отдельные семьи приезжают. Посетители приходят к нам, значит, девочки на раздаче обслуживают их, предлагают им те виды блюд, которые они хотят. То есть есть люди, которые едят постное, есть люди, которые едят мясное. Они им предлагают то, что им нужно. Я, соответственно, всегда стою с ними рядом. Я слежу за тем, чтобы это было все нормально. Потом они проходят ко вторым блюдам. Выбор у нас очень большой, поэтому они немного теряются, и мы стараемся им помочь в выборе тех блюд, которые вот им нужны. С такой добротой, как вот у нас девочки обслуживают, я думаю, что некоторые не выдерживают, потому что клиенты просят то одно, вдруг это им не нравится, они хотят другое, там еще что-то не нравится, они хотят поменять, перелить другой суп им дать или там другое что-то. Девочки наши с улыбкой отвечают на все вот эти вот, вот такие вот просьбы, то есть бывает, что устают и сил уже не хватает ни на что, но они выдерживают, они улыбаются. О нас знают практически все. Во всех городах передается информация, что есть в Сухуми новая столовая, в которой можно вкусно покушать. И мы не одну столовую в Абхазию сделали, да, сделали десятки. Недавно мы закончили самый крупный проект за все время. Это проект Росатомовский, Пицунда на базе Литфонда. Мы оборудовали 2500 квадратных метров кухонного оборудования и приема пищи. Да? Это уникальный объект. На открытии присутствовали, значит, руководство Росатома и руководство Абхазии. Да? Я весьма, значит, польщен оценками, которые давали специалисты. Говорят, что это очень хорошего качества оборудование. Мы не только завезли оборудование, мы его установили, мы оттестировали, мы провели мастер-классы с работниками, обучили их работать и опекаем по сей день. Конечно, время меняется, вот, и на рынке оборудования сегодня все больше и больше самых современных, изысканных вот, продукции, начиная от посудомоечной машины, ряд пароконвекционных печей, конвекционные печи, так, котловарочные установки, да, они сегодня настолько совершенны, настолько они интересны в своем исполнении, что она дает возможность нашим поварам расслабиться, заняться другими творческими делами, то есть стоять со шпажкой над плитой и проверять котлет, жарен он или не жарен, уже им не приходится, потому что это делает сама машина. И чтобы вы знали, современное оборудование работает с точностью до 1 градуса. Если, скажем, период формирования мясной продукции, рыбной продукции должно быть 96 градусов, то здесь четко выдержана эта температура 95-96 градусов. То есть продукт готовый. И в нашей работе не бывает пережаренной продукции или недоваренной, или недожаренной продукции. Это не бывает, потому что за этим следит современная автоматика, за этим следит сама машина. И за счет этого, конечно, мы очень упростили работу наших поваров. Оборудование у нас очень хорошее, так как хозяин переживает, старается, чтобы у нас самые последние модели были.
Это сокращает время приготовления и внимание, потому что 2 человека на варке занимают объем большой. Мы же не варим маленькие там кастрюльки, 50-40 литров варим. И, допустим, пара конвекторов. Мы задали время, он отработал и дает о себе знать, происходит сигнал. Также и сковородки сокращают нашу работу, время затраченное для работы. Вот. Фритюрница тоже сокращает. Так, если поставить по старинке в кастрюле масло, кипятить, это очень долго. Это 7 минут, 10 штук у нас готовы. И люди получают свежее, приготовленное прямо на раздачу. И что не менее важно, это посудомоечные современные машины. Я очень скептически отношусь к людям, которые считают, что лучше вручную мыть посуду. Да? Это самое узкое место в технологии производства общественного питания. Мойка посуды. От того, насколько правильно посуда помыта, от этого зависит имидж этого предприятия. Вот представьте себе, в летний период, да, вы вручную моете и оставили, буквально небольшой кусок в конце тарелки, вы не заметили, она остался, скажем, картофельное пюре. Она быстро скисает, вы наложили новую продукцию, и весь скисшийся вот этим куском человек поел, все, у него расстройство желудка. Да? Каков будет имидж? Я могу сказать, что за 11 лет работы нашего предприятия не было ни одного случая отравления, потому что технология производства ни в коем случае не нарушается, жестко отслеживается. Здесь понебратство, скажем, либеральным отношением должно быть жесткое требование к работнику. Мы стараемся поддерживать все время чистоту. У нас раз в неделю всегда проходит генеральная уборка. У нас нет запахов здесь, у нас стоят огромные вытяжки, которые вытягивают. То есть поел, вышел, и ты не пропитан едой. Ведь смотрите, в течение дня в летний период идет поток отдыхающих. Да? Одни могут прийти в 9 часов. Это не режимные, не санаторные предприятия, где завтрак, обед и ужин отделены временем. А здесь постоянно. Люди могут прийти в 10, полдевятого, в 8 утра, в 11, 12 часов дня, вечером поздно и так далее. Постоянно у нас должно быть горячее на линии. Как мы этого добиваемся? Для того, чтобы завтрашнюю программу планировать, на сегодня мы в специальном холодильнике, я вам его покажу, это суточная так называемая холодильная камера, куда мы закладываем все необходимое. Отдельно овощи, фрукты, соответственно, отдельно мясные, рыбные продукции. Они все хранятся в разных холодильниках. Все, полуфабрикаты готовы. И без этой подготовки мы домой не уходим, если даже нам придется до 12 часов ночи работать. Рано утром мы после 5 начинаем уже работать. Полуфабрикаты готовы, и сразу мы пошли в горячий цех. Пошли на салаты, то есть на гусечный цех, да? И начинается изготовление продукции. И к 8 часам у нас практически уже завтрак сформирован. 8:30 мы открываем столовую, люди заходят, у нас все есть на линии раздачи. Начинаем мы работать где-то в 5-5:30. Включаем плиты, набираем бульоны, допустим, ставим пюре. Начинаем работать с мясом. Кто-то занимается полуфабрикатами котлет, кто-то начинает заправлять первые, ставим гарниры. Кто-то занимается салатами, нарезками, оформлением. К 8:30 у нас в полном объеме 3-4 вида первого, так где-то 10-12 вторых, 4-5 гарниров. А летом у нас, конечно, очень тяжело. Нам тяжело, как работникам, потому что у нас очень много людей. Мы приходим очень рано, и поток людей начинает... Вот мы открываемся 8:30, они прям начинают приходить не с 8:30, а с 8 часов. Бывает. Мы их запускаем, мы их кормим, в общем, поэтому у нас очень много людей. Наша линия раздачи шведская, она большая. У нас там 2 линии. Сама шведская линия, где подается у нас салаты. Они все в холодильниках стоят, витринные специальные холодильники. Так. Дальше идут у нас первые блюда. Они все находятся в специальной установке, которая регулирует температуру, и постоянно мы поддерживаем тонус. А я вам скажу, температура первого блюда должна быть до 70 градусов, а лучше 75 градусов. Нельзя, чтобы она холодная была. Тарелку, которую мы для первых блюд используем, она лежит в терминале, она должна подогреваться, особенно в зимних условиях. Холодная тарелка, ты наливаешь борщ, она тут же остывает. Да? То есть все вот эти технологические приемы мы должны четко выдерживать. Более того, за шведской линией у нас линия гарнирная, да, где гарниры, все гарниры. Это картофельное пюре, это жареная картошка, там, скажем, или во фритюре, или в сковороде.
Это рисовый гарнир, это гречка и масса других гарниров, вплоть до макаронных изделий и так далее. То есть человек, который подходит к линии, он четко своими глазами видит. Свищит меню, знает стоимость, да. Если он уже кушал один раз, он знает, что ему надо брать второй раз и так далее. То есть мы делаем все максимально удобно. Делаем все возможное, чтобы люди в очередях долго не стояли. Самое большое время, которое человек может затратить на получение в руки продукта, 5-7 минут. И то это редко бывает. А так мы стараемся быстро обслужить людей. Конечно, позитивных моментов всегда много. У нас есть книга клиентов, отзывов клиентов. Можно почитать ее, там вообще очень много отзывов. Они выходят очень благодарны. Многие что-то покупают, приносят сюда, угощают. Так что, ну как бы... Но в основном отзывы очень хорошие. Вот. Все благодарят, заходят даже на кухню, говорят теплые слова, все. Ну, в основном все хорошие слова девочки на раздаче принимают, так как они непосредственно обслуживают клиентов. Помимо этого мы украшаем зал на все праздники, причем украшаем не как попало, а вот довольно-таки наши директора всегда дают нам возможность украсить вот как надо. То есть у нас на все праздники очень красиво, о чем пишут всегда в соцсетях наши клиенты. У нас очень уютно. Многие вот приходят и говорят, такого уюта, как у вас, нет нигде. По вечерам собираемся, обсуждаем пройденный день. Вот, работаем, какие недостатки были, обсуждаем, что получше, что похуже, на что нужно обратить внимание, где упустили, где наоборот сегодня мы на коне, так сказать. Ну, вот так вот.